Доброе утро. В общем, выехала из квартиры. Сейчас я в свободном плавании. Сегодня у меня планы разобраться с Озоном, потому что часть товаров так и не доставили, а времени ждать мне уже нет. Поэтому, скорее всего, откажусь я от них и закажу непосредственно в Хабаровск. Это задача номер 1. Задача номер 2. Поменять масло. Ну и пока все, а дальше по ходу выезжаю в сторону Хабаровска сегодня, скорее всего. А может быть, придется ночевать еще здесь. В общем, посмотрим. День только начался, как говорится. Да, багажник вот у меня тут. Канистра. Фильтра и масло на 2 замены. То есть одну замену сейчас делаю, вторую где-то в Новосибирске, может быть. Заказы я отменил. Заказал те же товары, только в Еврейскую автономную область на 15 августа. Но у меня такое подозрение, что и там придется отменить, потому что тут как-то не придут они 15 августа. А ждать я не буду, потому что время все-таки у меня не так много. Так что пока я поеду без защиты и без запасного колеса. Запасное колесо, я думаю, что не настолько актуально, потому что там какой-то ремкомплект лежит. Ну ладно, я думаю, что ничего не случится. Повлиять на доставку Озон я не могу, поэтому остается подстраиваться, как и ко многим моментам в подобных путешествиях. Здесь нужна некоторая гибкость и неприхотливость. Нужно импровизировать и где-то быть оригинальным. И зачем мне вообще нужны такие путешествия? Можно ответить так. В них я внутренне перерождаюсь. Это своего рода чистка души, взгляд на самого себя под другим углом, изучение своей сущности, когда остаешься наедине с собой и Богом, максимально исключая постороннее влияние. Поэтому я предпочитаю одиночные путешествия. Общаться, конечно, приходится, но это как бы непринужденно, между делом, или же конкретно, по существу. Когда ты помогаешь или тебе помогают, словом или делом. Празднословие я считаю вредным не только в туризме. Так вот, для себя я понял, что просто перемещение в пространстве ради смены декораций, или, например, улететь из теплой уютной обстановки в еще более уютную образно Турцию, чтобы лечь на пляж, или даже съездить на готовую экскурсию, это мало способствует моему развитию. По крайней мере, мне это будет неинтересно. Конечно, это целая индустрия. Купил тур и полетел себе спокойно. Прилетел и опять работать, полный сил и энергии. Что может быть проще? Для кого-то это и есть счастье, но не для меня. Я нуждаюсь в таком пути, когда реальность нужно дорабатывать на коленке, когда ты не знаешь, что за поворотом, и обстоятельства заставляют тебя трудиться. К примеру, ты приехал на курорт, и там уже все куплено. Есть спальное место, есть готовая еда, тебя охраняют. То есть основные базовые потребности, физиологические и безопасности, уже соблюдены. Остается только блаженствовать и развлекаться. Но можно еще съездить в горы на канатной дороге, и это тоже развлечение. Я не осуждаю, кто так и поступает, ведь обстоятельства у всех разные. У кого-то тяжелый трудовой год или масса проблем,
от которых нужно хоть на время убежать. У кого-то проблемы со здоровьем, и активные действия недоступны. Кто-то не видит другого способа отдыха, как прибухнуть, иначе жизнь кажется пресной. Конечно, в случае с алкоголем или другими наркотиками это псевдоотдых, то есть сегодня ты воруешь у завтра. Завтра похмелье, отсутствие средств, моральное опустошение. И мы это проходили. А вот когда ты почти с нуля создаешь себе минимальные бытовые условия, преодолеваешь неустроенность непосредственно на месте, а в идеале еще и добываешь себе еду, тогда ты переформатируешься. Но здесь важно победить страх лишения того уровня комфорта, к которому ты привык. Комфорт – это икона современности, в которой многие буквально срастаются. И эту связь периодически в себе нужно обрубать. Да, это нелегко, но только через преодоление возможно изменение своей сущности. Я в этом убежден. Да, можно вообще не меняться, и так все устраивает. Но я опять же убежден, что это путь к деградации. Масло поменял. Ну, ощутимо тише стало работать она. Масло было черное почему-то. Сейчас поеду в Китай-город. Там посмотрю тоже себе что-нибудь из одежды. Вот еще одно приобретение, инструментик за 1800. Качество сложно сказать, конечно. Тут кот в мешке. Но мне нужна здесь отвертка. Сейчас будет точно. Остальное там по ходу посмотрим. Устанавливаю себе Android магнитолу и камеру заднего вида. Все это вместе 12500 будет стоить. Вот камера. Теперь у меня есть Android. Здесь вот обклеивают, бронируют стекла. Сейчас, наверное, переднее стекло все-таки бронирую. Стекла обклеивают для того, чтобы камни из-под колес встречных фур случайно не разбили тебе лобовое стекло. Стекло у меня обклеили, конечно, немного неказисто смотрится. Вот какое-то окно вырезали, якобы будет мутное. Да вроде здесь не мутное. Антимоскитную сетку на радиатор тоже поставили. В общей сложности это 2500. В поездке я готов. Все, что можно в Владивостоке, я сделал. Все, что хотел, сделал. Ну что, уходим? Вылезан весь берег, не дошел до волны, где рельсы вылезали из кармана страны. Уходим, 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 наступят времена почище. Лето родная, в экстазе пылая, Владивосток 2000. Конечно, в столице Приморья много что еще можно было бы посмотреть. Но это уже другой вид туризма. Нужно специально сюда ехать, снимать жилье минимум на неделю и прилично так раскошеливаться. Владивосток
в дорогущий город. Нужно быть расслабленным и вальяжным. А у меня на сегодняшний момент приоритеты несколько другие. Я хочу увидеть небольшую часть России в ее масштабе. И времени на это, в общем-то, мало, и ресурсов немного. Небогатый такой человек хочет при минимальных вложениях получить максимальную выгоду. И это, по-моему, нормальное желание любого здравомыслящего человека. Было бы больше времени и ресурсов, я бы, наверное, на Антарктиду сплавал бы. Впечатления от города у меня остались положительные. Люди вежливые и внимательные. При движении всегда уступают и пропускают. Может потому, что я наклеил знаки внимания. Но скорее все же менталитет такой в связи с постоянными сложными дорожными условиями. По национальному составу большая часть славяне и, скорее всего, приезжие, вроде как я, за машиной или город посмотреть. Но есть таджики, узбеки, киргизы и почему-то мало китайцев. Вьетнамцев достаточно много, но китайцев, наверное, мало потому, что они сейчас хорошо зарабатывают и у себя на родине. А сюда для своего бизнеса нанимают вьетнамцев. Или нас, славян. Я скажу первые впечатления. Машина в потоке идет хорошо. Вот сейчас даже на 5-й еду. То есть, если она нормально разогналась, тянет. 110, вот я уже ехал, можно больше. То есть, я понял, что можно больше. Так что нормально, одна по трассе. Зашел я сейчас в какой-то мини-маркет. Купил, ну, конечно, вредная китайская фанта, но ни разу не пробовал. Попробую хотя бы. Сейчас буду питаться вредной едой. Ну, молоко, хлеб, ну и сметана. Пельмени надо доедать, которые я отварил. Сейчас остановлюсь где-нибудь в более-менее живописном месте, потрапезничаю и буду думать, что делать дальше. Спать еще рано пока. Поеду. К Уссурийску ближе. Остановился перекусить. Там все равно машины стоят. Надоело в пробке дергаться. Ну, сейчас пельмешки буду перекусывать, которые я отварил сегодня. Со сметаной. Ну, может, чайку попью еще, посмотрю. Первая моя ночевка в дорожно-полевых условиях. Буду ночевать здесь вот при въезде в город Уссурийск. В таком, в общем-то, живописном месте. Пусть рядом как бы дорога, но это уже не трасса, это просто ответвление от трассы, которая ведет в Уссурийск. В общем, достаточно спокойно здесь. Сейчас припаркуюсь. Сюда вот поближе машину подвину. И буду
ночевать рядом с тигром. Всем доброе утро. Проснулся я вот рядом с тигром при въезде в Уссурийск. Спал первую ночь. Ну, я сказал бы, неплохо. Единственное, что вот это по ширине мешает. Плечи-то у меня широкие. Нужно складывать ее. Вот это тоже. Никто. Ну, здесь кое-что подрегулировать надо, вот это вот приподнять. А так отлично, тепло. Сейчас термос я хорошо, что наполнил вчера. Посмотрим, насколько он остыл. Сейчас кофе попью и поеду в Уссурийск. Там вот в том направлении поеду. Там найду какую-нибудь кафешку или что-нибудь такое. Там позавтракаю, если что. Такие планы. Надо шмоток прикупить себе каких-нибудь. Штанов, футболок еще. Это, наверное, первое, что я сделаю. Ну и еще простынь какую-нибудь, наверное, надо стелить. Но это так, больше моя блажь. Ну, мне понравилось. Единственное, что ночью постоянно кто-то останавливался. Ну не ночью, а до 12. Ну тут правильно, тут пространство. Кто-то машину даже ремонтировал. С утра вот встают тут, фотографируются. Похоже, эта дорога идет в Китай, поэтому такая насыщенная движение. Здесь у меня даже что-то типа столика образовалось. Лучше бы, конечно, этот восточный парень мне не вырезал это окно. Потому что дворники, когда с омывателем работают, да и просто, они не цепляют. Они цепляют только вот эту плоскость. А здесь они оставляют немытым. То есть приходится салфеточкой протирать. Такие неудобства. Ну вот, мутная, как получается. Так что они чисто прозрачные. Но зато от камней защищает. Но у меня пока трасса нормальная вроде. Еще нет той жести, которая якобы должна быть. Или которая будет. А, вот что я забыл. Вчера, когда я уже засыпал, я договорился купить себе одну покрышку. Как раз 175/70, как мне нужна R14, чтобы у меня была запаска. Потому что без запаски ехать до Байкала я что-то не хочу. Тем более в Якутск еще собрался, пусть будет запаска лучше. 1000 рублей это так, несерьезные деньги, скажем. Поэтому поехал так, Владивостокское шоссе 1Б. Здесь я договорился встретиться. Сейчас мне привезут, наверное, покрышку. Ну, заодно вот в этом китайской кухне пообедаю. Позавтракаю, вернее, пообедаю. Теперь у меня есть покрышка. 22 год. Осталось одеть ее на диск. Шведский стол у нас здесь. Ну я так, для себя. Ну давайте ментай. Еще да есть, еще попозже. Вот это вот давайте. Какой контейнер? Маленькую. Самую маленькую или среднюю? Среднюю давайте, среднюю.
Вот это вот 850 рублей. Минтай. Можно было, конечно, там поесть. Но я, как истинный турист на природе. Заимки от нуля в Приморье мы нахуй. Михайловский район, заимка. Вот. Сейчас попробую дойти до границы, насколько возможно. Если меня не арестуют, конечно.